Если сделать запрос в Гугле «Реки России», то мы можем увидеть, что очень много рек имеет загадочный корень «ва». Москва, Сылва, река Свердловской области, Вах, река в Тюменской области, Нигва, Протва, Кошва и так далее. Если сделать обзор от искусственного интеллекта, по данному запросу можно увидеть, что таких рек десятки. Вага, Вагай, Ват, Васюган, Вексы и так далее. Все не перечислить. Вадок, Вазуза, Вал, Вала и тому подобное. Откуда же берется корень названия этих рек? Реки с корнем «ва». Если сделать запрос, где находятся реки России с корнем «ва», выйдет, что «ва» это в значении вода. Например, это реки европейской части и реки севера России. Притоки Двины, Камы, Оби, Чусовой, реки Урала и Сибири. И тут же пишется, что это финно-угорский корень «ва». Если открыть книгу «Происхождение удмуртского народа» профессора Атаманова РГП, то видим, что он также указывает в своей книге, что на территории Удмуртии много рек с корнем «ва». Он также пишет, что «ва» это вода. Например, река Ува, русский предлог «у» и удмуртский корень «ва». Довольно странное сочетание. Но тут же он пишет, что подобные названия Колва, Лысьва, Овва, Шаква, Сылва, Сосьва, Сива и много других рек есть на территории Урала. Если забить в гугле «Вада», что значит вода по-удмуртски, то тут мы увидим очень интересное, что «ва» нет в удмуртском языке в понятии «вода», а по-удмуртски будет понятие «ву». Соответственно, все эти реки были бы не с корнем «ва», а с корнем «ву». То же самое мы увидим в русско-удмуртском словаре. Таким образом, «ву» это финно-угорское название воды. Вот это противоречие мы видим дальше. Вода в индоевропейских и уральских языках. Пишут, что все языки индоевропейские, произошедшие от них, они имеют корень «ва» в обозначении воды. Здесь же говорится и об уральских языках. То есть, скорее всего, в удмуртский язык корень «ва» был заимствован из праиндоевропейского языка. Продолжаем дальше смотреть в гугле. Вода в европейских языках. Мы видим, что большинство европейских языках имеет корень «ва». Если бы изначально был корень «ву», и эти слова бы были финно-угорские, то, соответственно, был бы корень «ву». Но здесь корень «ва», проиндоевропейский. Пишем в гугле. Индоевропейские языки – крупнейшая языковая семья мира, объединяющая более 3 миллиардов носителей, включая славянские, германские и индоевропейские языки. Индоевропейский корень «ва». Смотрим. Наиболее значимым и распространенным является корень, связанный с идеей дуновения
латинский, английский, готский язык и далее. Вода – очень важный корень, давший значение слова вода. В английском water. Корень wed, wod. Таким образом, мы видим, что корень ва – это индоевропейский корень, а не финно-угорский. В свое время наш крупнейший топонимист Владимир Андреевич Никонов, царствие ему небесное, потомок бояр Никоновых, уже ему было под 80, стоял в коридоре Института антропологии и этнографии имени Миклуха Маклаев, у нас в Москве, на Дмитрия Ульянова, и прыгал, как кузнечик. Говорил: у вас что там, сохранилась доледниковая топонимия? У вас что там, сохранилась доледниковая топонимия? Потому что это было вообще невероятно. То есть, да, действительно, северно-русские речки, озера, берешь санскрит, и все становится ясно, почему она так названа. У нас в Волго-Окском междуречии вот топонимисты выясняют отношения. Скажите, пожалуйста, а почему это, значит, ну что это за название такое? Дурдура. А оказывается, на санскрите это значит лягушка. То есть лягушачья река. Ну, я вам просто приведу примеры, далеко, чтобы не ходить, вот, и долго, чтобы не распространяться, и так достаточно много времени посвятила ответу на этот вот вопрос первый. Да? Название речек, близких к Москве. Волго-Окское междуречье. Ну, это, сами понимаете, где они находятся, да? И, значит, у нас с вами получается следующее. Есть Махабхарата, древнеиндийский эпос, древнеарийский эпос, потому что там такие глубины времени, и мы можем там столько найти названий, которые у нас на территории нашей Родины, что, говорится, мама, не горюй. Но самое это интересное, что это приводится на, ну, если на наши, конечно, скоррелировать с нашими там временными рамками, на 3150 год до нашей эры. Не слабо? Название рек или крениц, к которым следует ходить, чтобы им поклониться. Вот вам креница в Махабхарате и река в Паочье. Агастья креница, Агашка река. Акша креница, Акша река. Дальше уже было так. Апага, Апака, Арчика, Арчиков, Асита, Асата, Ахалья, Ахаленка, Вадава, Ват, Вамана, Вамна, Ванша, Ванша, Вараха, Варах, Варадана, Варадуна, Кавери, Каверка, Кидара, Кидра, Кубджа, Кубджа, Кумара, Кумаревка, Кушика, Кушка, Мануша, Манушинский, Париплава, Плава, Плакша, Плакса, Озеро Рама, Озеро Рама, Сита, Сить, Сома, Сомь, Сутирха, Сутирки, Тушни, Тушина, Урваши, Урвановский, Ушанас, Ушанец, Шанхини, Шанкини, Шона, Шана, Шива, Шивская, Якшини, Якшина. Согласно Махабхарате, к югу от священного леса Камьяка текла в Ямуну, а Ямуна это Ака, река Правени, то есть прарека, с озером Годавари. Но Года – это название, Вара – это круг. Сегодня к югу от Владимирских лесов течет в Аку река Пра и лежит озеро Годь. Махабхарата рассказывает, как мудрец Каушика во время засухи обводнил реку Пару, переименованную за это в его честь. Но далее эпос сообщает, что неблагодарные местные жители все равно называют реку Парой, и течет она с югу в Ямуну Аку, и что же, до сих пор течет в Аку река Пара, и так же, как много тысяч лет назад, называют его местные жители. В описании крениц 5000-летней давности говорится, например, о реке Панди, текущей недалеко от Вороны, притока Синдху, а Синдху – это Дон. Причем на карте Птолемея он так и назван. Но река Панды сегодня впадает в крупнейший приток Дона, реку Ворону. Описывая путь паломников, Махабхарата сообщает: вот Джала и Упаджала в Ямуну впадающие реки. Если где-нибудь ныне текущие рядом реки Джала, это река просто на санскрите, и Упа, Джала, то есть Упа река, это река Жала, Таруса, вам, наверное, небезызвестна, и река Упа, впадающая рядом в Аку.
И именно в Махабхарате впервые упоминают текущую на запад от верховья Ганги, то есть Волги, реку Саданапру, Великий Донапр или Днепр. То есть, понимаете, вот о чем я вам говорю, что мы должны иметь фундамент железобетонный, монолитный, гранитный, для того, чтобы не просто разводить руками и говорить: ах, вы знаете, а я думаю, а мне кажется, а вот в каких-то священных преданиях об этом говорится. В каких преданиях? Всегда надо, в общем-то, базироваться на специалистах. Если мы говорим о климате, значит, это палеоклиматологи. Если мы говорим о антропологии, значит, это палеоантропологи. Если мы говорим о лингвистике, значит, это палеолингвистика. И так далее, и тому подобное. И тогда уже не будет смешно. Мне говорили, что кто-то из наших этих самых кембриджских профессоров, прочтя одну из моих статей по орнаменту, сказал, что да, Жарникова сделала реконструкцию орнамента, безупречный анализ, а Гиперборея все равно была в Англии. Но я могу все что угодно, понимаете, сказать по поводу несчастной Гипербореи, уж затюканной, потому что этот термин наша наука не любит безумно. Хотя если перевести на русский язык, это просто выше Борея, выше Нордоста, над Нордостом. Ну да, у нас вся территория до 60 градуса северной широты от Белого и Баренцева моря находится выше продвижения Нордоста, потому что Нордост формируется зимой в Карском море, проходит через Карские ворота, огибает западную оконечность Урала и выходит на русскую равнину и дальше там во все стороны, как говорится. Но за пределы северных Увалов, то есть древние зоны широтных поднятий, это приполярный Урал, северные Увалы, там Харовская гряда, Авника, горы Карелии, Кольского полуострова, вот это вот то, что они называли хребтами Меру, не заходит, и поэтому там тихо всегда зимой, даже если 50 градусов мороза. И ничего криминального нет. Но сами-то, извините меня, авторы той же самой Махабхараты, которую называют Пятой Ведой, и говорят, что если на одну чашу весов положить все 4 веды, там, Риг-веду, Адхарва-веда, Сама-веда, Яджур-веда, а на другую Махабхарат она перевесит. Это веда для народа. И она сохранила память вообще бесчетного количества тысячелетий. Так там вполне четко говорится о том, что вот здесь вот находится наша Родина, вот эти вот двипы, острова, так называемые, на которых они изначально жили. Но, пардон, вам любой геоморфолог скажет, что во время Микулинского или Валдайского оледенения, это 130-70 тысяч лет тому назад, весь наш север по существу представлял собой северо-восточноевропейский архипелаг. То есть это были острова. Да, действительно, это так. И это было последнее Микулинское, так называемое межледниковье, когда среднелетние температуры на этих широтах были на 8 градусов выше, чем сейчас. Сейчас у нас на сколько? На 1,5 градуса поднялся, по-моему, всего лишь навсего. Ну вот, а это было на 8 градусов выше, а зимние на 12. Вы представьте себе. И климатологи говорят, здесь климат был в северных широтах такой же, как на юге Франции и на севере Испании. Но с одной существенной разницей. Длинный летний световой день. 18-20 часов. То есть перло все из земли. Будь здоров. Если сейчас серый гусь, откладывающий в дельте Волги на месяц раньше яйца, чем в дельте Северной Двины, ставит своих птенцов на крыло одновременно, то это свидетельствует только об одном. Вот этот вот рассеянный ультрафиолет способствует более быстрому развитию всей органики. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться. Подавляющее большинство названий рек русского севера, о чем писал академик Заболевский, действительно переводится с санскрита. То есть, если мы знаем, что у нас есть Двина, то это двойная, причем это даже не санскрит. Как считает один из крупнейших наших, не наших лингвистов, болгарских лингвистов, Георгиев считал, вернее, Двина, Шексна – это еще не дифференцированный индоевропейский язык.
Река Сухана, с санскрита значит легко преодолимая. Река Кубина извилистая. Река Суда щедрая. Река Юга сливающаяся. Ну, Юга и Сухана действительно сливаются. И получается Двина. Единственным крупным притоком Ганги, текущим с юго-запада, была река Ямуна. А так как Ганга Волга, то, следовательно, Ямуна – это наша Ока. Возможно это? Ну, судя по всему, возможно. В течение Оки попадаются очень часто реки с названием Ям, Ямна, Има и Мир. И более того, согласно арийским текстам, вторым именем реки Ямуны было Кала. Так вот, до сих пор устье Оки называется у местного населения Кала. Кроме того, Ямуна в среднем течении называлась Вака. Ока в Рязанской области так и называется Вака. У нас на Волонецкой губернии, то есть в Карелии, есть рядом текут 3 реки. Падма, Шива и Ганеш. Падма – это название, ну, это имя, одно из имен жены Шивы Парвати, что значит лотосная. Но кроме этой реки у нас еще 5 Падм. Затем, ну, Шива, сами знаете, кто такой, а Ганеш – это и слоноголовый сын вообще-то. У нас рек Ганг 5 штук. В Архангельской области, в Карелии, на территории Кольского полуострова и в Вологодской губернии. Сплошные Ганги. Ситху древнеарийских источников – это Дон. И таким его называют Птолемей еще во II веке нашей эры. Но самое интересное, что в Волго-Окском междуречье сохранилось огромное количество рек, у которых названия практически за 5000 лет не изменились.